Мы в местечке Снегири в Ильгарте, и здесь мы построили большой дом параметрами 8 на 10 в 1,5 этажа из бруса. Дом на 150 квадратов. Этот ролик будет посвящен его красоте. И я покажу вам его со всех сторон, и мы прогуляемся по дому, покажу его планировку. Пойдемте его смотреть. Очень красивый, практичный дом. И дом нас встречает вот таким красивым крыльцом. Мы поднимаемся, да, и идет входная дверь. Крыльцо крытое. То есть поднимаемся на крыльцо, спокойно подходим ко входной двери, кладем сумки, спокойно ищу ключ и открываю дверь. Комфортно, комфортно. Ну, также можно прогуливаться, кайфовать на своем крыльце, любоваться видами. Пойдемте в дом. Пойдемте в дом. И проходя в дом, мы попадаем в тамбур. Здесь, когда будет черновая отделка, следующим этапом, конечно, будет утепление, будем делать перегородки, то есть функциональные зоны. Здесь будет тамбур, раздеваем верхнюю одежду, и тамбур нам нужен, чтобы теплый воздух не выходил из дома при открывании наружной двери, и был температурный мягкий переход с минус 30 на улице в плюс 24 в доме, 0,5 градусов. Мы проходим за считанные секунды подчас, да, через тамбур. Тамбур нужен, чтобы был такой мягкий переход температурный. Возле входа, вот здесь, с тамбура, у нас идет котельное помещение под газовое оборудование. Для него мы уже спроектировали окно по нормативу. То есть возле входа котельное помещение, подводка от скважины, вся техническая часть, все здесь. Удобно? Удобно. Дальше проходим небольшой холл. Здесь у нас пойдет раздельный, комфортный, большой санузел. Опа! И в большое ванное помещение, вот оно. Здесь у нас кухня. Тоже обратите внимание на практичную часть. Котельное помещение, санузел, кухня по одной стороне. Очень легко проводить коммуникации. Практично, просто и надежно. Здесь у нас просторная кухня-гостиная. Также отмечу, до нее мы можем пройти сюда, здесь будет перегородка, а тут лестница на 2-й этаж. То есть молодые, проживая в этом доме, не отвлекая людей, которые отдыхают в кухне-гостиной, быстро зашли в свою комнату. Молодежь забежала. Все, никто никому жить не мешает. Здесь же будет небольшая спальня. То есть есть взрослое поколение, например, может здесь жить. Не надо постоянно подниматься и спускаться со 2-го этажа. Удобно, тоже очень удобно. Посмотрите, какая просторная большая спальня с большими панорамными окнами. На это тоже сделаю небольшой акцент. Что касается окон, чем больше окно, тем эффектнее смотрится дом, тем дороже, как-то богаче он смотрится. Тоже на это обратите внимание. Когда идут классические окна, как в многоквартирном доме, на большом фасаде дома окна эти будут смотреться как маленькие бойницы. Это некрасиво. В частных домах надо делать окна больше. Дом смотрится богаче, эффектнее, дороже. Идем дальше. Здесь у нас кухня, кухонная зона. Приготовили чашечку кофе. Можем идти в зал. Тоже обратите, пожалуйста, внимание, что здесь идет такая большое панорамное окно. Сейчас люди предпочитают французские окна, люди предпочитают большие окна, чтобы было больше освещения. Дальше чашечку кофе я еще держу в руке. И я иду на просторную террасу. Здесь у нас большая просторная терраса. Тоже выходим, кайфуем, любуемся красотой природы, красотой своего будущего сада. Кайф, кайф. Это частный дом. Можно с размахом жить. Можно учесть все пожелания нашей семьи. Да? То есть для каждого члена семьи сделать то, что он бы хотел. Это классно. И на 2-м этаже у нас еще есть комнаты. И вот мы поднимаемся на 2-й этаж по лестничной площадке. Здесь будет перегородка. Вход в спальню. Круто, да?
за вашей спиной еще такая же спальня. Потом, проходя по коридору, еще одна спальня. Здесь будет перегородка, еще одна спальня. Здесь можно сделать хозяйственное помещение или же санузел над санузлом первого этажа. То есть, посмотрите, какая ситуация. У нас 1, 2, 3, 4 спальни, санузел. На первом этаже раздельный санузел, еще одна спальня, 5-я. Большая кухня-гостиная, представляете? Терраса и крыльцо. Ну, какой масштаб, да? Сколько помещений и какая большая семья здесь будет проживать. Круто. Реально классно. Сколько спален. У каждого свое место, у каждого свое уютное такое гнездо. Круто, круто. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом вашей мечты, приглашаем вас на консультацию. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, с радостью проконсультируем, сделаем вам предварительный расчет, чтобы вы приценились и у вас было понимание о строительстве вашего будущего дома. Давайте начнем первый шаг к своей мечте всего лишь с консультации. Встречаемся на консультации. Пока-пока.